В Ингушетии стартовал масштабный эко-марафон «Чистые берега». Он проходит в рамках всероссийской акции «Вода России». Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа уже скоро. Ингушские атлеты готовятся представить регион в 9 дисциплинах. Жесткое противостояние в бескомпромиссных матчах. Республиканский турнир по регби среди детских команд выявил лучших в регионе. На телеканале «Ингушетия» время новостей. Здравствуйте. В Ингушетии стартовал масштабный эко-марафон «Чистые берега». Он проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». Большой субботник собрал на берегах реки Асса около 5000 активистов и почетных гостей. В их числе председатель регионального правительства, представители Минприроды России, а также известная телеведущая, актриса театра и кино Юлия Михалкова. Участники акции строго соблюдали социальную дистанцию и меры по индивидуальной защите от коронавируса. Репортаж Амины Боковой. Музыкальной нотой открывают масштабный эко-марафон «Чистые берега». Он проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». В этот раз большой субботник собрал на берегах реки Асса около 5000 активистов, в том числе и почетных гостей. С приветственным словом к участникам эко-акции обратился председатель правительства региона Владимир Сластенин и председатель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. Разрешите по поручению главы республики Калиматова Махмуда Алима Шариповича выразить вам самые искренние слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, за то, что мы вместе делаем чище нашу республику. Вы знаете, какая у нас проблема всегда существует летом с водой. И от того, как мы сегодня поработаем, будут чисты наши берега, наши помыслы и наши действия. Спасибо вам большое. Хочется большое спасибо сказать нашим гостям, Министерству нашего природопользования. Мы, по-моему, сегодня уже за это лето 4-й раз встречаемся. Поэтому еще раз спасибо и за работу. За всю работу, которую делаете вы, экологические волонтеры, участники акции, совместно с региональными властями. Я очень благодарна и спасибо вам большое за участие, за то, что ваша армия с каждым годом все набирает обороты, увеличивается. И я желаю вам не сдавать позиции, а на долгие годы развиваться, расширяться, привлекать внимание и улучшать свое экологическое состояние ваших водных объектов. Спасибо большое. Церемония открытия эко-марафона плавно переходит к сегодняшней главной миссии. Участники субботника, вооружившись перчатками и мешками, отправляются на расчистку территории. В первых рядах актриса и телеведущая, известная по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая также является активной защитницей природы. Девушка принимает участие в различных экологических акциях по стране. Своим примером Юлия Михалкова старается мотивировать подрастающее поколение, беречь окружающую среду. Хоть уберем и небольшой участок, но покажем пример молодым ребятам, как нужно относиться, бережно нужно относиться к природе, уважать ее, любить. Да просто кажется, что можно, бросишь один раз бумажку и все, ничего не будет. А на самом деле этих бумажек тысячи. Вот. Вместе с другими участниками акции за уборку взялся и Владимир Сластенин. Руководитель Кабмина отметил положительную динамику, которая наблюдается в регионе в сфере экологии. Министерство природы во главе с нашим новым молодым и очень активным министром уделяет этому много внимания. Я только назову 2 цифры. На сегодняшний день одобрено Министерством природных ресурсов России, нам выделяется 1 200 000 рублей на рекультивацию земель в городе Малгобек. Это очень большая победа. Нам также выделяются денежные средства на рекультивацию свалки Карабулак. Поэтому хорошо, что мы поворачиваемся к этому.
Республика Ингушетия уже несколько лет является активным участником всероссийской акции «Вода России», реализуемой в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В прошлом году именно Ингушетия возглавила рейтинг регионов, который ежегодно рассчитывается по итогам акции. В этом году в Ингушетии акция «Вода России» впервые проводится с учетом раздельного сбора мусора. На очищаемой территории установлены специальные контейнеры, куда эко-волонтеры могут складывать мусор согласно фракциям. Это бумага, стекло, пластик и металл. Отсортированный сегодня мусор будет передан на переработку в соответствующий пункт приема. Впрочем, это далеко не все нюансы, которые предусмотрели организаторы акции. Для интереса ребят мы добавили такой игровой элемент. То есть у нас на довольно большой обширной территории разбросаны специальные бутылки, в которые есть листовки с номером, которые отражают какие-то призы. То есть ребята ищут их, как бы клады ищут и должны найти 12 таких бутылок, 12 складов. Это призы. В зависимости от того номера, который там написан, это может быть там портативные зарядки, крутые наушники и так далее. Одной из первых спрятанную бутылку нашла Танзила Калоева. Буквально минут 20-25 мы искали приз. Честно сказать, было не так уж трудно, но искать надо было под этими деревьями огромными, среди кучи мусора. И было очень трудно чисто заходить вот эти деревья вовнутрь. Но мы, честно, смогли и нашли вот 2 бутылочки, к счастью. И тут номера есть. Я не знаю, ее откроют. Вот даже подписали. Спасибо за уборку. А вот Муслиму Кадзоеву повезло меньше. Спрятанное сокровище на его участке нашли другие. Но Муслим не расстраивается. В конце концов, на субботник он пришел не за подарками, а чтобы внести свой вклад в дело охраны чистоты окружающей среды. Это вопрос экологии, потому что в последнее время в нашей республике такие данного вида загрязнения очень распространились. Ребята сегодня внимания не обращают на то, что они кидают там мусор. Им за это отвечать не приходится, поэтому мы исправляем их ошибки и стараемся, чтобы в дальнейшем они этого не делали. Общими усилиями активисты собрали более сотни мешков мусора. Завершился экомарафон, церемония награждения участников акции и республиканских экоактивистов. Занесенный вклад телеведущей Юлии Михалковой вручили медаль, посвященную 250-летию единения Ингушетии и России. Амина Бокова, Магомед Дедигов, Новости 24. Правительство страны утвердило единые требования к переработке мусора. Они помогут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года. В единый свод вошли несколько новых норм. Например, захоронение и сжигание отхода возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации. Несколько пунктов требований регулируют вопросы закрытия полигонов. Мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии. Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А новые объекты нужно будет проектировать с учетом принятых правил. 14 922 случая с коронавирусом выявлено в стране за сутки. Это меньше, чем накануне, когда был установлен новый антирекорд – свыше 15 тысяч. Число заболевших за все время перевалило за 1 384 000 человек. В Ингушетии суточный прирост больных COVID-19 составил 55 человек. Зафиксирована еще одна смерть. В этом списке уже 87 человек. Всего заболевших выявлено 6563. Выздоровели 5297, 38 пациентов в реанимации, 12 из них на ИВЛ. 33 ингушских атлета представят регион в 9 дисциплинах на предстоящем фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Об этом сообщили в региональном Минспорта. Фестиваль пройдет с 23 по 25 октября в Грозном. Большинство из участников уже имеют опыт участия в этих соревнованиях. Сейчас спортсмены нашей сборной активно готовятся к фестивалю. О физической подготовке и настрое атлетов следующий сюжет.
Резкий старт, и спортсмен набирает за доли секунды максимальную скорость. 11 секунд, и он на финише. Рашид Манкиев после 10-минутной разминки показывает неплохой результат. Он вместе с товарищами готовится представить республику на фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Рашид профессионально занимается бегом около 6 лет. Выступать на фестивале ему не впервой. В прошлом году спортсмен занял первое место, закрепив личный рекорд 60 метров за 7,13 секунд. Соперники, несомненно, хорошие. Бегают они на одном уровне все. Состав тоже хороший. И время хорошее показывают ребята. Но мы тоже не отстаем. Мы тоже можем показать им достойную конкуренцию. Можем с ними побороться, потому что с этими ребятами мы бегали. Мы примерно знаем, с кем нам предстоит противоборствовать. Второй Рашид в команде тоже готов показать хорошие результаты. Тренировки дома не прекращал даже во время режима самоизоляции. На фестивале разыграют призы в 8 видах спорта. Один из них легкоатлетический. В дисциплине эстафета 4 по 200. По правилам, один участник пробегает с эстафетной палочкой 2 круга и передает ее следующему. Баллы складываются по итогам пробежки всех 4 участников, что еще больше придает ответственности во время игры. Впрочем, Рашид Костоев готов к любому исходу. За командой наблюдает главный тренер сборной Ингушетии по легкой атлетике Мадина Мархиева. Она пока не берется предсказать результаты, но не сомневается в своих подопечных. Ингушская команда регулярно выезжает на соревнования подобного типа. На прошлогодних состязаниях они показали хороший результат подготовки. Кавказские игры стартуют 23 октября в Грозном, где снова сойдутся в борьбе за звание лучших команды всех регионов СКФО. Ребята, конечно, у нас в связи с пандемией какой-то период вообще были, не тренировались, одним словом. И, конечно, это скажется на их результатах, на выступлении, где они будут участвовать. Ну а так мы по экстренному плану подготавливаем их. Те, кто задействован в этой системе, они понимают, насколько это чревато последствиями. Мы в щадящем режиме стараемся их держать и максимально подвести к старту, чтобы они выглядели достойно. Легкая атлетика считается самым популярным видом спорта. Народ Афин еще до нашей эры в первую очередь бег включил в Олимпийские игры. Эффективный, простой по структуре вид спорта. И чтобы им заниматься, не обязательно быть профессионалом. Вот когда ты уже слепишь ребенка и уже думаешь, вот сейчас пойдут результаты, они избегают другие виды спорта. Это бокс, дзюдо, и такие боевые виды. Времени на подготовку немного, а без победы возвращаться никто не намерен. Поэтому спортсмены усиленно готовятся к предстоящему событию, не жалея ни сил, ни времени. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Еще больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей продукции, поставляемой за рубеж. Правительство расширит поддержку ее экспорта. Большая часть экспортируемой продукции подлежит обязательной сертификации. Часть расходов, которые несут при этом участники отрасли, возмещаются государством. Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно. Решение поможет расширить число получателей господдержки и увеличить объем экспортных поставок. Не живут, а выживают в нечеловеческих условиях. Речь идет о семье Барахоевых из Малгобека. Им приходится ютиться в старом, неприспособленном для жизни доме с маленькими детьми. Вместо окон занавешены покрывала, вместо пола – земля. О благах цивилизации речи даже не идет. С трудом купив участок, Барахоевы при поддержке родственников возвели стены и установили крышу. Но дальше стройка встала. Репортаж Микаила Тангиева. На этом видео неравнодушный житель республики просит оказать помощь Барахоевым. Семья из 4 человек живет в таких нечеловеческих условиях. Спят буквально на голой земле. И ни о каком отоплении в доме даже речи не идет. Приехав на место, мы увидели, что силами неравнодушных людей здесь уже приступили к ремонту внутренних помещений.
المعمد عشان وش طويلة إيه وش مثلا استشك يستشك هي استشك هالري جبس كأطوري إسمه أشقصري يعني وش газ يوج يخيدوا كواحد هذا الشيء. Всего тут 2 комнаты, ванная и прихожая, правда полностью не обустроенные. Семья на собственные средства приобрела участок, а при поддержке родственников и односельчан начали строить небольшой дом. 6 лет они жили в тяжелых условиях, зимой перебираясь к родственникам. И даже сейчас, на время ремонта, дети супруга живут у тети. Аслан давно планирует устроить младших в садик, но обстоятельства все никак не позволяют. دعوها مش أبوه بس كي تهوش بوبيس. بوخ حلا خلق ولي. والله أبوه حبة بالخام حتى لوش خدي. إذا دقة ما بتبوه يمكن ترحل. أبوه له تجوهش. Барахоева уже не первый год числится в городской администрации как малоимущая семья. При возведении дома мэрия Малгобека оказала им помощь, выделив необходимый материал для укладки крыши. Совместно с благотворительными фондами работники администрации оказывают поддержку в виде продуктов питания и бытовой химии. В случае, если Барахоев изъявит желание трудоустроиться, то администрация с удовольствием рассмотрит такую возможность и найдет ему место работы на территории города Малгобек. Также по вопросу устройства детей в детские сады, то семье Барахоева нужно в обязательном порядке подать заявление в администрацию, и мы тоже рассмотрим это заявление и в последующем устроим детей в детский садик. Несмотря на всю помощь и поддержку, сделать семье предстоит еще очень много. К дому нужно подвести газ, воду и другие коммуникации. Нет никакой мебели, а детям еще необходима теплая одежда. Представители администрации Малгобека призывают благотворительные фонды и неравнодушных людей, кто в состоянии протянуть руку помощи семье. Ведь, как сказано в одном из хадисов, тому, кто поможет своему брату по вере, запишется вознаграждение, равное сражающимся на пути Аллаха. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Жесткое противостояние в бескомпромиссных матчах. Республиканский турнир по регби среди детских команд выявил лучших в регионе. Соревнования прошли в Назране на базе Центра олимпийской подготовки. Этот контактный вид спорта не так давно закрепился в Ингушетии, но юные регбисты, несмотря на отсутствие большого опыта, показали зрелищную игру. Кто стал лучшим, знает Харун Аздоев. Это памятный день для спортивной истории регби в нашем регионе. А для юных спортсменов это первый серьезный шаг на пути к спортивному успеху. За звание победителей борются 6 команд, 4 из которых представляют Горский кадетский корпус. А в состав 2 других вошли бойцы из Центра олимпийской подготовки, по сути хозяева поля. Состязания проходят на территории их спортивной базы. Регби набирает огромную популярность в Ингушетии, и многие ребята достаточно освоили навыки игры. Для Адама Хутиева это основное спортивное направление, которое он выбрал для физического развития. Здесь, в составе команды ГКК 4-1, Адам претендует на главный трофей турнира. Тут развивается скорость, развивается мышление. Очень интересно тут. Я не знаю, как у меня сложится судьба, но пока что у меня регби номер 1 в жизни. Хоть это и детский турнир, но вот сами игры так назвать сложно. Регби считается жестким видом спорта, и нередко участники во время матча получают травмы. К большой радости болельщиков здесь обошлось незначительными царапинами. Почетный гость турнира Софья Болотова, менеджер по развитию регби в вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации. А в прошлом успешная спортсменка. Она отметила, что ингушские регбисты недостаток игрового опыта и четкое соблюдение правил компенсируют волей и стремлением побеждать. Ребята очень заряженные такие, им нравится, что они делают, им очень нравится играть, это видно. Не все, конечно, получается в плане игровой подготовки, но это все нарабатывается со временем. Это у них еще все впереди. Главное желание, что у них есть. Ближе к концу турнира уже, можно так сказать, они более сплотились. Раньше они пытались пройти сами, сейчас уже больше командно играли. Кульминация этого турнира – финальное противостояние команд Горского кадетского корпуса и спортсменов из Центра олимпийской подготовки. Как это бывает, когда борьба идет за первое место, матч выдался бескомпромиссным. Нельзя не отметить игру нападающего команды Назрань-1 Алима Цечоева, очень ловко и проворно заносившего мяч за линию ворот оппонента. В целом воспитанники ЦОПа яростно сопротивлялись, несмотря на юный возраст и недостаток опыта по сравнению с соперниками. Но этого оказалось недостаточно для победы. В президиуме региональной федерации регби уверены, что этот турнир станет стартом в большой регбийный мир.
Это начало, эту задумку не бросаем, мы идем дальше. Вот, и планируем не только просто, это республика, естественно, ограничиваться, но все больше и больше выходить на российский уровень. В том числе и эти дети, вот те кадеты, которые у нас сегодня играют, мы хотим их вывести уже в следующем году, чтобы они играли в чемпионате среди детей по вооруженке. Призовые места распределились в следующем порядке. Золото турнира у кадетов 4-го курса Горского кадетского корпуса команды ГКК 4-1. Серебро досталось борцам Центра олимпийской подготовки, команда Назрань-1. Почетное 3-е место у коллектива ГКК 4-2. На этом регби не прощается с ингушскими фанатами. Уже в конце октября команда «Магаз» примет на домашней арене коллектив из Кабардино-Балкарской республики, а затем соперников из Грозного в рамках Федеральной регбийной лиги. Харон Аздоев, Акраман Дасхоев, Новости 24. Учащихся 5-11 классов приглашают на конкурс юных чтецов «Живая классика». Регистрация участников на сайте организаторов продлится до 25 января. Юным талантам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения русских и зарубежных писателей. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Победителей наградят дипломами и подарками от спонсоров, а также их ждут путевки в детские лагеря «Живая классика». Вместо оружия маркер, вместо пуль капсулы с краской. Турнир по пейнтболу прошел в Карабулаке. Команды сошлись в импровизированном сражении. В игре на выживание приняли участие школьники, кадеты и любители этой увлекательной спортивной военной дисциплины. За сражением наблюдал Идрис Ижиев. Как и в реальном сражении, здесь один не сможет противостоять целому отряду. Поэтому пейнтбол – одна из самых командных игр. На полигоне в Карабулаке встретились две команды, в каждой по 4 участника. Как и в любом другом виде спорта, здесь свои правила. Раунд длится не более 8 минут. Любое ранение – выбывание. -1, 3-1. Школьники, кадеты, все желающие. В импровизированное сражение окунулось больше 10 участников. Перебегая из одного укрытия в другое, Мавсар Шамиев параллельно целится в противника. Позиции сдавать не намерен и успешно справляется с задачей, несмотря на то, что играет в пейнтбол впервые. Я сегодня сыграл уже 3-й раз за всю свою жизнь. Мне очень понравилось, мне это нравится, это занятие. Раньше я такой вид деятельности видел только на компьютере или по телевизору. За всю игру я понял, что это командная игра, и что здесь в одиночку так просто не справиться. Здесь нужна стратегия, как и на обычных полях. Оружие пейнтболиста – маркер. Специальное пневматическое устройство работает на сжатом воздухе. По принципу действия делится на полуавтоматическое и автоматическое. На поле боя нужно соблюдать технику безопасности. До начала игры держать маркер на предохранителе и ни при каких обстоятельствах не снимать защитную маску. Вот такая специальная маска идет в комплекте с экипировкой. Нужна она для того, чтобы защитить глаза от попадания в них вот таких вот шариков. Эти патроны наполнены пищевой краской. Они абсолютно безвредны для здоровья. Однако в случае попадания шарика в незащищенный участок тела может быть очень больно. Этот спорт в республике развивается быстрыми темпами. Организаторы решили провести небольшой благотворительный турнир, приобщая молодежь к пейнтболу. В связи с тем, что сезон заканчивается и холода наступают у нас, мы решили провести такую бесплатную акцию среди молодежи, чтобы отвлечь их немного от компьютерной тематики, то есть эти шутеры и так далее. Мы больше хотим реализовать жизненную тему, то есть чтобы они в реальной жизни попробовали это все наяву. В игре каждый из нас может быть, как говорится, элитой и так далее, но в жизни, как оказывается, эта элита далеко не уходит, скажем так. Несмотря на военный подтекст, пейнтбол является одной из самых безопасных спортивных дисциплин в мире. Даже при самом неудачном попадании максимум, что грозит игроку, небольшой синяк. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.